раньше местные выборы, они, в принципе, особо никого не интересовали, если только это не выборы мэров крупных городов. Мгм. А это первый раз, когда местные выборы стали событием действительно общенационального масштаба. Причина проста — это децентрализация. Уже достаточно длительное время, ну как длительное время, несколько лет она вступает в силу, и сейчас на финальной стадии, на стадии завершения, в общем-то, выборы должны поставить в этом точку. А еще одну следующую, самую последнюю точку — это финальная версия закона о децентрализации, которая теоретически должна быть принята до конца этого года Верховной Радой, если не помешает ковид, либо какие-то Мгм. другие форс-мажорные обстоятельства. Вот. И а, деньги и полномочия на местах. Долгие годы регионы всегда оглядывались на Киев. Последние несколько лет они оглядывались уже больше по инерции. Сейчас они оглядываться перестанут. В общем-то, мы знаем, что ни в одном областном центре не победил представитель «Слуги народа», крупном, даже не просто областном центре, а просто хотя бы просто в крупном городе. Мгм. И тот же Кривой Рог, родина президента, тому примером кандидат от «Слуги народа», при том, что он же менеджер Ахметова, предприятия местного крупного, он очень сильно отстает от Вилкула-старшего, который, в общем-то, они оба выходят во второй тур, но разрыв достаточно серьезный. Мгм. В общем, то же самое можно говорить о других городах крупных, не только об областных центрах. Поэтому децентрализация на финальной стадии, вся власть переходит на места окончательно уже. Ну, ты говоришь, что значение выборов возросло, однако избиратели в своей массе так не считают. Ти про явку. Я про явку, которая, ну, просто жахлива українською мовою, якщо казати. Ну, вот просто график за период независимости Украины, да, по годам. Ну, Мгм. подряд 75,6%, Это именно о 70,8%, местных выборах. а местных, именно местных. Дальше, это 94-98, дальше 2002 год 69,3, уже ниже, чуть-чуть, правда. Дальше 67,6, опять чуть-чуть ниже. Потом резко ниже в 2010 году 48,7. Потом не резко ниже в 2015 году 46,6. И антирекорд истории Украины по местным выборам, хотя вроде бы действительно полномочий больше, и вот ну, самое время идти и определять судьбу своего города, да? И 36,9. Ну, может быть, это ковид. Вот какие у тебя версии? Ну, на самом деле тут сумма причин. Я не думаю, что это трагедия, потому что если мы посмотрим в других цивилизованных странах на статистику по местным выборам, она по явке не будет сильно отличаться. Это нормально. То есть то, что в первые десятилетия, 15-летия независимости были такие аномально высокие, они аномально Мгм. высокие были, потому что для людей на тот период времени, 90-е, нулевые, полноценные, независимые, честные выборы, ну, честно, это было в диковинку, да, и поэтому в том числе была такая высокая явка, сейчас уже все привыкли. Она прогнозировалась низкой, и в том числе президентский опрос, как мы знаем, был затеян с целью ее повышения и привлечения молодежи. Мгм. Но в очень многих городах, во Львове, в Киеве, в других городах из-за ковида наблюдались очереди на участках, которые люди часто просто не выстаивали. То есть они приходили, видели большую очередь, которая очень медленно двигалась, и разворачивались и уходили. То есть в реальности было бы без ковида процентов 45, да? И такого бы не было скачка, вот 46 на Возможно, 10. возможно. Но еще раз говорю, я эту явку не считаю прямо катастрофической, потому что на самом деле, когда это уже все плюс-минус ну, так, посчитали, Мгм. да, а когда был сам день голосования, воскресенье, все говорили про низкую явку, в основном по крупным областным центрам это было 18-20, но в Ровно, например, было всего 12. Вот 12 — это низкая явка, да, как бы, и 18-20 — это, в общем-то, немного. Вот. Но когда я уже звонила там узнавать о том, какой ситуация в том или ином населенном пункте крупном, первое, что мне говорят, я говорю, только не говорите, что у вас низкая явка, она везде низкая, это нормально, все хорошо. Вот о чем это говорит? Ну, во-первых, я читал такую аналитику немножко, что украинцы решили как бы уравновесить центральную власть, проголосовав за другие партии, за других, там, не знаю, людей, не от слуг народа, да? Ну,
Я не думаю, что кто-то там шел особенно на выборах что-то уравновешивать. Это каждый по-своему голосовал. Но почему именно так получилось? В чем причина? Партию и «Слуги народа» не успели построить, нормальных кандидатов к себе привлечь, вырастить. Я не Причина знаю, что. фиаско «Слуги народа», ты имеешь в виду? Ну, я бы не назвал это фиаско, Это потому что... полный провал. Фиаско, Это ты же думаешь, фиаско, да? это не фиаско, это вообще-то, я думаю, что можно закрывать те немногие партийные офисы, которые есть, и просто идти домой. То есть это провал партработы, ты хочешь А сказать? ее не было. Партработы не было. Ячеек «Слуги народа», полноценных партийных ячеек «Слуги народа» до сих пор они не во всех городах есть. Партийная работа не велась. Мгм. Как сказал один из лидеров партии, он говорит, мы проиграли эту кампанию, даже ее не начав, потому что где-то с прошлого года, с конца прошлого года несколько лидеров партии и политических, не обязательно по должности политических лидеров, они пытались каким-то образом донести до своих коллег и до первых лиц государства, что необходимо, в общем-то, Уже готовится, да, за год точно. Уже. Да, начинать подготовку кадровую, потому что на самом деле кадровый провал по «Слуге народа», по линии партийной, он Мы же помним, в вопиющий. какой спешке состав Верховной Рады даже собирали. Да, безусловно. Да. А на самом деле, как бы партийную работу, ну, в Украине до сих пор есть только одна системная политическая сила. Да, Батьківщина. Да. А «Слуга народа», вернее, а ЕС по итогам этих выборов, пройдя во все органы Вот власти, про ЕС я тоже хочу сказать выстроились, обязательно. да? Там по ЕС немножко другая ситуация. По ЕС буду говорить. Давай сейчас вот Да-да, блоками всё, по извините. «Слуге народа». Они не занимались партстроительством. На самом деле «Слуга народа», ты правильно вспомнил, что даже в парламент они собирались с колес. И они мне этим очень напоминают Народный фронт, который в 2014 году зашел в парламент просто на двух вещах. Они очень точно попали в тренд, в патриотические настроения. Ну, после Майдана, понятно. Да, и это был организаторский талант Александра Валентиновича Турчинова. Он за 3 недели собрал несобираемых воедино людей в патриотическую политическую силу, в проект, который прошел в парламент, но который так и не смог стать партией. Кстати, да. Они не занимались точно так же, как и «Слуги народа», партийной работой. Ну, Народный фронт тогда говорил, Яценюк был премьером, нам не до этого, мы не можем распылять усилия, мы вот в парламенте, мы... Ну, это такие, это Почему оправдания. такая недальновидность? Это же очевидная вещь. Ну, потому что когда люди заходят во власть, они считают, что они вечны, и так будет всегда. И на самом деле со «Слугами» происходило все то же самое, абсолютно один в один. И когда я писала очень много об этом, я говорила, и не только я говорила, там, просто не хочу на себя лавры какие-то одевать, да, что, ребят, если вы не будете этим заниматься, вы пролетите как фанера над Парижем. И на самом деле те результаты, которые они еще сейчас получили, то они все-таки получили еще за счет рейтинга президента. Я же тебе говорю, что у них в абсолютных числах, у них депутатов больше всего в местных советах. Это ни о чем не говорит, потому что в местных советах политическая принадлежность – это очень условная вещь, очень условная. Вот. Они не занимались партстроительством. Конечно, они рассказывают сейчас, оправдывая, я даже сегодня читала комментарии верховных слуг, что, дескать, это успех, мы хорошо прошли выборы. Но на самом деле это лукавство, причем такое очень неприятное лукавство, потому что все понимают, что они круто проиграли. Они официально говорят две вещи, что первое – это нам ковид помешал партстроительством заниматься. Ну, на момент начала ковида в марте у вас уже должно было быть все запущено. А второе – это то, что мы проиграли децентрализацией, потому что мэры имели уже на тот момент такие рейтинги, такие успехи, они имели конкретные дела, которые в городе любом можно пощупать, и наши политические истории как бы никак не могли с этим конкурировать. Ну, камон, ребят, вы просто ничего не делали.